Указом главы региона масочный режим в Ингушетии продлен до 15 мая, и соблюдать его должны все без исключения. В первую очередь это касается продавцов и посетителей торговых точек. За этим следят специалисты Роспотребнадзора. Они напоминают продавцам, маска нужна обязательно, и неважно, верит в ее пользу покупатель или нет. Помещение тоже должно быть стерильным. Хлоркой обрабатывать ее? Да. Как часто? Ну, через день. Я стабильно и так через день. А какими средствами? Медиа. Средства? Как называется средство? Белизна гель. Белизна гель. Белизной нельзя. Нужно не просто мыть, а проводить тщательную уборку и обрабатывать поверхности специальными дезинфицирующими средствами. Согласно требованиям, в магазине должны быть журналы текущей генеральной уборки. Это вовсе не рекомендация, а необходимость, прописанная в Санпине, такая же, как и наличие антисептиков и специальной разметки. Антисептика же еще? И маски. Разметка. Хочу вот это обновить. Вчера их не было. Обновить. В большинстве магазинов к масочному режиму отнеслись серьезно. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что предприниматели многие усвоили урок и пытаются следовать правилам защиты. По итогам сегодняшних рейдовых мероприятий в основном большинство индивидуальных предпринимателей соблюдают все мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, но нарушения все-таки были обнаружены, такие как несоблюдение частично масочного режима, у некоторых отсутствуют дезинфицирующие средства, также разметка в некоторых точках нуждается в обновлении. В принципе, антисептические средства для рук везде имеются. Предупреждениями больше никто не отделается. Тех, кто не следует правилам, будут штрафовать. Амина Бокова, Магомед Белакиев, Новости 24.